Во время новогодних праздников в одном из домов по улице Речников в Якутске произошло преступление. Один из жильцов получил ножевое ранение. На вызов прибыли оперативники МВД и кинолог Иннокентий Яковлев со своим подопечным, восточно-сибирской овчаркой по кличке Фараон. Несмотря на морозы, собаке удалось взять след и выйти на дом, который располагался в 2 километрах от места преступления. Там-то в одной из квартир и был обнаружен подозреваемый. До этого он искал пропавших людей в лесу. В прошлом году, к примеру, у нас 2 бабушки были потерявшиеся в разный период года, которых также по горячим следам обнаруживал. Также были обнаружены по кражам. Но это особо нигде не прогремело, конечно, но тем не менее у него раскрытий довольно-таки тоже много. Иннокентий Яковлев также является наставником другой разыскной собаки, овчарки Ареса, которая за годы службы также помог раскрыть множество преступлений. Из всех пород Иннокентий отдает предпочтение именно восточноевропейским овчаркам. Они более выносливыми являются, более крепкими и ничем не уступают немецкой овчарке. Я считаю, что эта порода более приспособлена для наших условий, для суровых климатических условий. В кинологическом центре сегодня работают 17 инструкторов, под опекой которых находится более 50 собак. Но стать инспектором в кинологическом центре может далеко не каждый. Но самое главное – это любовь к собакам. В данном случае, к примеру, в нашем именно центре кинологической службы все должности инспекторские, то есть офицерские. Нужно иметь юридическое или ветеринарное образование. Ну и главное – желание работать. И, как показывает практика, даже в век высоких технологий и всевозможных гаджетов, иногда именно четвероногие друзья помогают раскрыть преступления по горячим следам. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск.